Сафина Айрата Фуатовича. Аплодисменты новому директору. Пожелание успешной, хорошей работы. Впервые за столом в этой должности Айрат Сафин принимает поздравления от президента. Буквально пару дней назад он руководил заводом этилена. Сегодня руководитель одного из крупнейших нефтехимических предприятий Европы. Человек, который вышел из Нижнекамска, поработал здесь на Казань Оргсинтез, ну и вот вернулся на родину. Поэтому хорошей работы. Спасибо. Да. Ну, Азат рядом здесь с нами. Рустам Минниханов благодарит за работу прежнего руководителя Нижнекамского нефтехима Азату Бигмурзину орден за заслуги перед Республикой Татарстан. А республика продолжает отвечать на вызовы времени. Один из них из отрасли нефтехимии. Ученые из Москвы предлагают производить в Татарстане оксид пропилена по новой технологии, получая не один продукт, как раньше, а два. Отрасли промышленности, в которых используется оксид пропилена и его производная, это автомобильная, строительная, обувная, электротехническая и другие. Очень интересные технологии. Большое спасибо вам. Спасибо. Мы с вами, вот, наши коллеги после холдинга встретятся и договоримся. А вот ученые генетики предлагают создавать в республике микробные биофабрики. Сырьем послужит, например, пшеница, а из нее получатся аминокислоты и добавки для топлива. Это была бы серьезная поддержка агропромышленного комплекса. Еще один вызов образовательный. Правительство Татарстана и Сбербанк презентуют школу 21. Это кузница кадров. Она очень важна. Значит, мы ее будем и на уровне республики поддерживать. Уникальное учебное заведение, каких всего 20 в мире. В Казани она запустилась второй в России. Попасть туда может любой желающий, тот, кто продемонстрирует свое горячее желание, навыки и способности обучаться и получать новую профессию в области программирования. Иными словами, весь процесс обучения берут на себя не учителя, а условная IT-платформа, к слову, единая во всем мире. Итак, заканчивая школу в России, ученики имеют те же знания, что и выпускники Кремниевой долины. Новые очертания обретает и другой прорывной проект – Мировой научно-образовательный центр в Татарстане. Сегодня раскрыли его подробности. Здесь будет несколько профильных направлений. Среди них нефтехимия, медицина, цифровые технологии. От него будут ждать инновационных идей. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.